أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Уважаемые братья по вере, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. В хадисе пророка алейхиссалату вассалям говорится: «Инна Аллаха истахлата хада дина ли нафсихи». Поистине Всевышний Аллах избрал для себя религию, такую, какая она есть. Он захотел, чтобы она была именно такой, которую до нас с вами довел посланник Всевышнего алейхиссалату вассалям. «Валя яслиху лидиникум илля сахау ва хуснуль хулук». И нету, говорит, улучшения вашей религии, кроме этих двух вещей. Что это за две вещи? Благой нрав и щедрость. «Аля фазайину динакум бихима». Так спешите же украшать свою религию посредством этих двух вещей. Благой нрав и щедрость. Если вот эти два качества будут присутствовать в умме Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, я могу с уверенностью сказать, толпами будут принимать ислам. Мы знаем, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, был послан с одной целью, чтобы облагораживать наши с вами нравы. Как сказано в благородном хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма: «Иннама бу'исту ли утамима макарим аль-ахляк». Я был послан для облагораживания человеческих нравов. Кем были арабы до ислама? Они были жестокими людьми. Они хоронили своих дочерей заживо. Вот в таком джахлу они находились. И чтобы все были равны перед Всевышним Аллахом, никто над никем не превосходил, кроме как в степени богобоязненности. Когда черных рабов мнение не принималось, не бралось во внимание, с приходом пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, все было изменено. И мы с вами сегодня видим, что те люди, которые достигли познания Всевышнего Аллаха, они смогли выработать в себе благой нрав. Это наши праведные предшественники. О этих примерах тех людей, которые достигли такого уровня, приводится в книге «Благонравие праведникам», которую все мы с вами, наверное, читаем. Но все равно, как сказано в Священном Писании: «Вадаккир фа инна дикра танфа'уль му'мин авваль ва ахиру». Ты, говорит, напоминай им, поистине напоминание приносит пользу мусульманам. Когда дети видели великого праведника Уайсуль Карани, они, говорит, в него бросали камни. И этот праведник, обращаясь к этим детям, говорил: если нельзя не бросать в меня камни, хотя бы бросайте мелкие, иначе я не смогу стоя совершать намаз. Посмотрите на уровень благонравия. Если сегодня в мечети наши дети балуются, что мы делаем? Мы повышаем на них голос, ругаем их, крутим им уши и так далее. Но посмотрите обращение этого великого праведника к этим детям. Также некий человек ходил и порицал Ахнафа ибн Кайса куддиссиру. Идет за ним и порицает его. Что бы мы с вами сделали бы, если человек порицал бы нас с вами? И когда они дошли до квартала, в котором проживает Ахнаф ибн Кайс, он повернулся и сказал ему: «О молодой человек, если у тебя осталось что-нибудь высказать мне, то выскажи все. Иначе сумасшедшие этого квартала, услышав твою ругань, могут нанести тебе вред». Вы понимаете? Он переживает за того, кто порицает его. Посмотрите на уровень благонравия. Также Аль-Ма'руф Аль-Курхи куддиссиру остановился возле реки Тигр для совершения омовения, отложил в сторонку одежду и Коран. Затем туда подошла некая женщина, забрала одежду и Коран. Тогда Аль-Ма'руф куддиссиру догнал ее и сказал: «О, сестра моя, я Ма'руф, и я тебя ни в чем не виню. Есть ли у тебя сын, который может читать Коран?» На что она ответила: «Нет». Затем он спросил: «Может быть, у тебя есть муж, который может читать Коран?» Она ответила отрицательно. Затем он сказал: «Верни мне Коран, а одежду оставь себе». Посмотрите на уровень благонравия. Ибрахим ибн Адхам куддиссиру вышел в пустыню, он встретил воина. Воин спрашивает его: «Где здесь поселение?» На что Ибрахим Адхам куддиссиру указал на кладбище. Тогда этот воин подумал, что он издевается над ним, и очень больно ударил его по голове, нанеся ему при этом рану.
Что же сделал Ибрахим? Ибрахим Куддиссиру пошел дальше. Затем этому воину рассказали, что тот человек, которого он ударил, был известный в Харасане аскет Ибрахим ибн Адхам Куддиссиру. Тогда этот воин пришел к нему с извинениями и сказал, и начал просить прощения, на что Ибрахим Куддиссиру отвечает: когда ты меня ударил по голове, я просил Всевышнего Аллаха одарить тебя раем. Тогда воин спросил о причине такой мольбы. Почему? За что? На что Ибрахим Куддиссиру отвечает: я подумал, что за тот нанесенный тобой удар я могу получить благое воздаяние от Всевышнего Аллаха, и я не хотел, чтобы ты из-за меня получал зло, когда я могу от тебя получить благо. Дорогие братья, посмотрите на уровень благонравия. Когда мы это слышим, нам просто уши режет. Мы не можем поверить, но тем не менее они достигли этого уровня из-за сильного познания Всевышнего Аллаха. Некий человек пригласил в гости Абу Усмана аль-Хири Куддиссиру. И когда он подошел к вратам этого дома, он услышал, как хозяин этого дома говорит: лучше тебе уйти. Не надо было тебе приходить. Да и вообще, я пожалел о том, что пригласил тебя сегодня, поэтому уходи. Что сделал Абу Усман Куддиссиру? Он развернулся и ушел. Когда он дошел до ворот своего дома, он услышал свой адрес слова за ним идущего того самого человека, который отказал этому праведнику в гостеприимстве: «О шейх, я сожалею о сказанном», и начал просить прощения. Тогда шейх ему сказал, что придет к нему вновь. И когда он пришел к нему второй раз, этот человек с ним поступил так же, как и в первый раз. Также он поступил с ним второй и в третий и в четвертый раз. И после очередного отказа этот человек признался: «О шейх, я испытывал тебя». Затем начал просить прощения, восхваляя Абу Усмана аль-Хири Куддиссиру. Тогда этот праведник сказал: не надо хвалить меня за то качество, которое ты найдешь даже у собаки. Ведь она тоже приходит и уходит, когда ее зовут, а потом выгоняют. Посмотрите на уровень благонравия. Абдулла ибн Хаят, этот человек, этот праведник, был портным, и всегда у него заказывал одежду огнепоклонник. И всегда этот огнепоклонник расплачивался с ними фальшивыми дирхамами. И из-за своей занятости Абдуллах не смог прийти к себе в лавку, и когда пришел этот огнепоклонник и хотел расплатиться фальшивыми дирхамами, его ученик не взял эти деньги. И ему пришлось расплатиться с настоящими дирхамами. Затем, когда пришел Абдулла, он спросил своего ученика: где рубашка огнепоклонника? На что ученик рассказал ему о случившемся. Тогда Абдулла сказал, что ты плохо поступил. Этот огнепоклонник всегда расплачивался со мной фальшивыми дирхамами, и я проявлял терпение, брал эти деньги и выкидывал в колодец, чтобы он не мог обмануть других. Посмотрите на уровень благонравия, уважаемые братья. Я знаю, что мы с вами не сможем достигнуть такой степени, но мы должны найти в себе силы стремиться улучшать свой благой нрав. Ведь в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказано: «Ма мин шайин юллау фил мизани аthqalu мин хуснил хулук». Нету ничего тяжелого на весах деяния раба в судный день, чем благой нрав. Мы с вами не понимаем, с каким днем нам придется столкнуться. Представьте себе, когда вы смотрите на чашу этих весов, когда вся ваша жизнь, которая была прожита в этой ближайшей жизни, и будут ставить ваши плохие деяния на чашу весов, потом будут ставить хорошие деяния на чашу весов, и вы будете смотреть и будете желать, чтобы чаша благих деяний перевесила чаша плохих деяний. Вот тогда вы будете нуждаться в этом весе. В этом весе будем нуждаться все мы с вами. И этот вес имеет благой нрав. Почему? Потому что быть благонравным человеком – это дело нелегкое. Представьте себе, делать добро тому, кто сделал тебе зло, прощать того, кто тебя предал, давать тому, кто тебе отказал. Сможем мы это делать? Когда одному из нас кто-нибудь в упрек скажет что-нибудь в его адрес, он всю жизнь говорит об этом человеке. Он не может найти в себе силы, чтобы простить его.
Вот на такой стадии у нас с вами находится благонравие. Как сказано в этом хадите, дорогие братья, وَلَا يَصْلُحُ لِدِينِكُمْ إِلَّا السَّخَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ. Нету улучшения вашей религии, кроме этих двух вещей. Посмотрите, если мы будем благонравными людьми. Затем сказано о щедрости. А что? Щедрость тоже может играть какую-то роль в развитии религии Аллаха. В судный день скупой человек будет самым опечаленным. Щедрость – это признак верующего человека. Будучи щедрым в этом жизни, никогда жалеть не будет человек в судный день. Он будет думать, почему же я еще больше не расходовал свои средства на пути Всевышнего Аллаха. Мы знаем, когда посланник Всевышнего, алейхиссалату вассалям, распространял религию Всевышнего Аллаха, он сталкивался с трудностями. Мы же помним, когда к нему приходили делегации и хотели договориться, говорили: «О Мухаммад, если ты хочешь богатства, мы дадим тебе богатство, ты будешь самым богатым. Если тебе нужна власть, мы дадим тебе власть. Если тебе нужна красивая девушка, мы дадим тебе самую красивую девушку». Что выбрал посланник Аллаха? Что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма? Ведь он же мог взять это богатство, взять эту власть и потом через рычаги власти распространять религию Всевышнего Аллаха. Но он же не сделал этого. Он сказал: если мне на правую руку поставят солнце, а на левую луну, я и тогда не оставлю призыв к религии Всевышнего Аллаха. Чем жертвовал посланник Аллаха? И что сегодня мы с вами делаем ради религии Всевышнего Аллаха? Расходуем ли мы средства? Есть ли щедрость в наших сердцах? В то время, когда щедрость имеет большое значение перед Всевышним Аллахом. Абдулла ибн Мубарак, отправляясь в хадж, он встретил некую женщину, которая подбирала мертвечину. Он сказал ей: «О, сестра, это нельзя есть, это не дозволено». На что она отвечает: «Мне, говорит, дозволено. Я нищая женщина, мне нечего есть». Тогда Абдулла ибн Мубарак все свои средства, которые у него были, отдал этой женщине, оставив ту часть денег, чтобы вернуться обратно. И когда он вернулся домой, уже не совершив хадж в этот год, к нему приходили люди, приезжие с хаджа, и поздравляли его. Но он говорил: «Я не был в хадже». Они говорят: «Как это так? Ведь тебя мы видели возле Мекки, также мы видели тебя возле Мина, на местности Арафат». Ибн Мубарак был удивлен этим. Но потом он во сне увидел посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, который сказал ему: «О, Абдулла, не удивляйся. За то, что ты помог находившемуся в беде человеку, Аллах, говорит, создал на тебя похожего ангела, который совершил хадж за тебя». Посмотрите, из-за того, что он помог, в какой степени он удостоился. Также в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, сказано: «Валиан амша ма ахин ли фи хаджатин ахаббу иляя мин ан а'такифа фи хадил масджиде». Yani масджидуль Мадина имеется в виду Шахран. Для меня, говорит, выйти и помочь своему брату в нужде наилюбимее, чем месяц находиться в и'тикафе в мечети посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Мечеть посланника Аллаха в Медине, в котором 1000-кратно увеличивается вознаграждение. Месяц находиться в и'тикафе, чем в этой мечети, говорит, выйти, говорит, и помочь своему брату по вере наилюбимее, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Щедрость бывает не только в деньгах, щедрость бывает в твоей работе. Чем щедрость бывает в твоих словах, в твоих поступках, в твоем помощи. Поэтому, дорогие братья, вы просто представьте, если вот эти две вещи будут присутствовать в уме Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, люди же увидят красоту ислама. Люди увидят красоту ислама. На самом деле, мы здесь собрались с вами из-за того, что в наших сердцах есть какая-то крупинка любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мы все с вами говорим, что мы любим пророка, алейхиссалату вассалям. Но почему-то мы не стремимся делать то, к чему призывал и побуждал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вот посмотрите, сколько нас сегодня здесь собралось. Это может быть 1/4 часть. Один раз в году, месяц бывает Рабиуль Ауаль. Мы не знаем, доживем ли мы до следующего года, такого же месяца, и удостоится ли нам быть теми людьми, которые будут восхвалять посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям.
Должно быть что-то выше этого маджлиса. Если нету, я считаю это предательство. Я считаю это предательство. Если мы свою любовь даже не можем показать в таких маджлисах, как мы будем возле пророка, алейхиссалату вассалям? О какой любви идет речь? Вот асхабы, радиаллаху анхум, они доказали свою любовь. Они же любили по-настоящему пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Ихняя любовь отличается от нашей любви. Был такой сподвижник, я приведу любовь всего лишь одного сподвижника. Мы знаем, в Ухудском сражении цель курайшитов был благословенный пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. Они хотели во что бы то ни стало добраться до его чистого тела. Но они не могли проникнуть сквозь ряды отважных и смелых сахабов, которые выходили и сражались на пути Всевышнего Аллаха и становились шахидами. Был момент, когда возле посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, не было никого, кроме Тальхата ибн Убайдуллаха. Он защищал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, с 4 сторон, отражая натиск врагов. Не обращая на свои тяжелые раны, он думал только об одном, о том, как спасти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. И когда к нему на помощь подбежал Абу Бакр Сиддик, радиаллаху анху, Саад ибн Вакас, Абу Тальха, из-за многочисленных ран и потери крови падает в обморок. Затем Абу Бакр Сиддик, радиаллаху анху, побрызгав на него воду, придя в себя, Тальха сказал: что с пророком? Каково состояние посланника Аллаха? А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, знал о сильной любви Тальхи. И чтобы он не беспокоился, он наклонился к нему, чтобы он его увидел и успокоился. Увидев его, Тальха сказал: о, если ты, о посланник Аллаха, жив, другие боли и мучения для меня не помеха. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прижал его к своей груди и взмолился Всевышнему Аллаху, чтобы он дал ему исцеление. И все стали свидетелями о чуде, которое свершилось пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Тальха стал, как будто не было ничего, и дальше начал сражаться с врагами Всевышнего Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что в этот день, кроме ангела Джабраиля, алейхиссалям, с правой стороны и Тальхи с левой стороны, никто ко мне не был так близок. Затем он сказал: если вы хотите увидеть живого человека, который попадет в рай, то посмотрите на Тальху ибн Убайдуллаха. Все в этот день хотели добраться до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Малик ибн Зухайр, будучи неверным, будучи метким стрелком, тоже искал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Увидев его, он прицелился, выстрелил. Стрела летела прямо в голову посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Заметив это, Тальха прикрыл самую благословенную, самую прекрасную голову посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, своей рукой. Стрела вонзилась ему в руку, сломала кость, поранила вену. Посмотрел на него посланник Аллаха, сказал: о Тальха, если бы ты сказал бисмиллях, ангелы подняли бы тебя на небо. Это всего лишь любовь одного сподвижника. А сколько таких было, уважаемые братья? Как они любили пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, потому что они понимали, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. Они знали, что он пришел с истиной, что спасение только следование за ним. Но мы с вами не можем это понять. Вы задумайтесь, через что прошел пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, чтобы довести до нас религию Всевышнего Аллаха. Вспомните, когда на его благородную шею ставили нечистоты, когда он пошел в Таиф призывать людей, они натравили на него умалишенных детей, которые бросали в него камни, его благородные ноги кровоточились. Вспомните, когда он сам собственноручно хоронил сподвижников, когда перед ним лежали сахабы, изувеченные, у кого-то из них не было носов, у кого-то не было ушей, ног, рук. Он сказал: клянусь Аллахом, я буду свидетельствовать перед Всевышним Аллахом, буду заступаться перед Всевышним Аллахом, чтобы Он одарил раем за тех, которые жертвовали собой ради религии Всевышнего Аллаха, ради Его истинного пути. Не смывайте с них кровь, хороните как есть, ибо в судный день они придут на поле Махшар, истекая кровью, их кровь будет настоящей и благоухающей. Затем он заметил, что нету дяди Хамзы. Он забеспокоился. Затем он увидел своего дядю. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, увидел своего дядю, он еле удержался на ногах. Его благородный нос и уши и многие органы отсутствовали. Живот был разрезан. Его внутренние органы находились наружу. Тогда он сказал: о Хамза, никто никогда не потерпел до такой степени жестокости, как ты.
о дядя посланника Аллаха, о лев Аллаха и его посланника, о благородный Хамза, о защитник пророка, да будет милостив тебе Всевышний Аллах. Это всего лишь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Асхабы, ради Аллаху анху, табиуны, табиуны, халафы, салафы, ученые уламаи, имам Шамиль, наши нынешние ученые алимы, которые отдали свою жизнь ради того, чтобы до нас с вами довести религию Всевышнего Аллаха. Они жертвовали самым дорогим, что есть у них, своей жизнью. И вот здесь совсем мы должны с вами задаться вопросом, что мы с вами делаем, чтобы сохранить эту религию Всевышнего Аллаха. Вы думаете, за это будут отвечать ученые алимы? Это ответственность аль-амру биль ма'руф ва нахью аниль мункар ложится только на имамов. Каждый из нас будет отвечать перед Всевышним Аллахом. Каждый человек. Поэтому, дорогие братья, мы должны ценить то, что довели до нас. Наша любовь должна быть настоящей, ведь в хадисе сказано «Аль-мар'у ма'аман ахаб». Человек будет с тем, кого он любит. Поэтому наша любовь, которую сегодня мы с вами видим, она не настолько значительна, чтобы оказаться среди этих великих людей, которые сегодня согревают сердца миллионов людей. Пусть Всевышний Аллах, субхану ва тааля, даст нам тауфика, даст нам силы достойно прожить этот маленький отрезок на этой планете Земля. На самом деле эта жизнь настолько скоротечна и коротка, что мы с вами даже не знаем, наступит ли для нас с вами завтрашний день. Сможем ли мы с вами завтра так же дышать, как и вчера, с полной грудью. Об этом знает только Всевышний Аллах. Поэтому мы должны быть благодарны каждому дню, который Аллах Та'аля нам с вами дал. И сегодня этому дню. Посмотрите, сколько мы с вами живем. Нашу жизнь можно разделить на 3 этапа. Вечная, земная и загробная. Где мы больше находимся? Вечность — это понятно. В земле мы бываем больше, чем на этой планете Земля. Здесь мы живем 60-70 лет. Если человек доживает до 100 лет, туда приходят репортеры, снимают его и говорят: посмотрите, долгожитель нашего села. Вот так человек долго не живет. Но когда обращаешь внимание на то состояние рабов Всевышнего Аллаха, для этой жизни мы делаем больше, чем для земной и вечной. Аллах нам разум дал. Давайте же будем разумными людьми. Научимся выбирать вечное, нежели чем временное. Пусть Аллах Та'аля даст нам тауфик в этом направлении. Я прошу прощения, если кого-то задел. И также хочу попросить прощения, потому что есть алимы. Я вообще не достоин здесь сегодня говорить. Но тем не менее, выходя за регламент, как и любому мусульманину, не хочется видеть, чтобы мы в таком состоянии находились.